Я в Якутске действительно впервые, мне очень нравится. Я такую картинку вот в плане, наверное, окружающей среды вижу первый раз. Вы знаете, мне кажется, что Якутск один из лучших. Я бы сказал лучший, но я не все помню. Но мне очень понравилось. То есть это действительно и музей, и гостиница, и все на высшем уровне. То есть и отношения организаторов. На самом деле, чем холоднее погода, тем теплее условия организаторов. Мастер-класс касался креативного мышления в шахматах, то есть рассказывал о креативном творчестве чемпионов мира. Мне кажется, все прошло достаточно неплохо, аудитория квалифицированная и работала на ура. Был победителем первенства мира среди юношей до 18, победителем первенства России. В мужских шахматах отбирался в суперфинал, был чемпионом России в командных видах. То есть выступая за команду Сибирь, выигрывал Кубок европейских чемпионов, опять же выступая за Сибирь. Ну и 13 раз выигрывал этапы Кубка России, многократный призер финала Кубка России. Российская шахматная федерация регулярно проводит семинары определенного уровня, с разного статуса. И судьи, современные судьи по шахматам, они должны раз в год проходить такие семинары, для поддержания, скажем так, формы, да, и для того, чтобы правила во всех регионах нашей страны были одинаковые. Мы поделимся с коллегами опытом, я расскажу какие-то новшества в правилах, которые постоянно меняются. Соответственно, возможно, судьи получат какую-то новую информацию, повысят свою квалификацию, и смогут судить с турнира более высокого ранга. Довольно теплые дружеские отношения с Федерацией Якутии. У нас проводятся этапы кубков, у вас проводится Кубок губернатора. У нас такого же плана турнир есть город у моря. Соответственно, есть целый цикл, который связан с Сахалином, с Амурской областью, с Приморским краем и с Якутией. И частично с Хабаровском. Поэтому наши все кубки, они согласованы между собой. И регулярно проводятся детские турниры и в Владивостоке, и в Хабаровске, и в Якутии в том числе. Вчера у нас закончился первый тур. Есть небольшие мини-сенсации. Обычно швейцарская система, она позволяет в первом туре шахматистам более с высоким рейтингом встречаться с низкими рейтингами. И рейтинг фаворита, в частности, Алексей Придорожный проиграл Василию Романову, проиграл Игорь Протодьяконов обыграл действующую чемпионку страны среди женщин Баиру Каванову. И студент Северо-Восточного федерального университета Никита Находкин сыграл ничью с многократной чемпионкой мира среди ветеранов гроссмейстером Галиной Стрелковой. Уже старт дан. Вектор задан правильно. Идем вперед. Борьба практически нет никаких проходных партий. Играют все до конца. Играют достаточно интересно.
Вот. Так что стартовали. Кубок, этап кубка на призы главы Республики Саха-Якутия взял достойный старт.